Моя хата с краю, я жила уже пейдем учитывай. Наха удобство гуш, хам ходить. Многие жители начали жаловаться на то, что программа МФЦ часто не работает, а значит, услугу получить невозможно, пока сервис не возобновится. Мы в каком-то смысле более зависимы от положения дел в других органах власти. К примеру, если у нас связь и так далее, все обеспечено, но по каким-то причинам, допустим, отсутствует связь в том органе власти, чью услугу мы оказываем, соответственно, автоматически мы не можем уже эту услугу оказать. Вторая причина, к примеру, если мы отсутствие электричества, да, то есть у нас, или же отсутствие электричества в органе власти, в котором должен предоставить нам услугу, или же перебои со связью в интернете, либо у нас, либо у поставщика. В многофункциональном центре заверили, бывает такое нечасто, а случай не зависит от них. Это больше технические проблемы. По словам специалистов, в последний раз система зависала 3 недели назад и очень быстро возобновила работу. В последние дни здесь большой ажиотаж. Обращаются в МФЦ по разным причинам. Поток увеличится, госуслуги, духовчар. По этим выплатам из Бахандора, госуслуги, так, Росреестр, ну, Даху, МВД, пенсионный фонд, ну, в основном госуслуги. Многие также обращаются по поводу школьных и социальных выплат. В центр впускают не всех. Сделано это по рекомендациям Роспотребнадзора, но жители недовольны тем, что приходится стоять в длинных очередях. Очередь здоровье, я снег урлат. Можно 3 окна открыть, людей быстро отпустить. Можно же? Можно. 3 окна, почему не делают? Какие? Окошки, которые на форточке, чтобы люди не стояли, не мучились на жаре. Можно так сделать? Как бы там ни было, эпидситуация диктует свои правила. Масок на многих клиентах нет. Объясняют они это так. Порядочный, Сотрудники МФЦ заявляют, почти все процедуры, по которым обращаются жители в центр, доступны на портале госуслуг. Это позволит не только разгрузить очереди, сократить время, но и обезопасить себя от коронавируса. Зелимхан Калуев, Магомед Шаухалов, Новости 24.